Мои дорогие, сегодня самый такой святой день, и я поздравляю всех мусульман с днем Арафа. Пусть Всевышний укрепит нашу веру, сделает чистыми наши помыслы, дарует нам терпение, благополучие, чтобы Всевышний нас отдалил от запретного, чтобы Он уберег нас от всего плохого. Я бы хотела, чтобы сегодня пожелать вам, чтобы мир был на всей земле, чтобы Всевышний Аллах простил нас и помиловал, и чтобы люди, которые сегодня на горе Арафата делают дуа, молятся и просят за нас, за всех, и за своих семей, и за нас, чтобы Всевышний принял их дуа. Сегодня день, который действительно говорится, что сегодня такой день, в котором Всевышний Аллах примет, есть вероятность, что Он примет наши дуа, что Он ответит на наши дуа, поэтому будем сегодня молиться, мы молимся с утра, кто-то сегодня держит уразу, ну, в том числе и я. Всех, кто сегодня держит пост, пусть Всевышний примет их пост, пусть Всевышний примет у всех у нас наши дуа, наши молитвы, чтобы, надеюсь, многие на горе Арафат просят, бездетные обычно просят для детей, чтобы, надеюсь, Всевышний даст им ответ, и в скором времени у них появятся дети. Я желаю, чтобы наши дети были такими, как мы хотим, чтобы Всевышний дал нам именно, вразумил наших детей, чтобы Всевышний направил наших детей, чтобы Он направил их на веру и, ну не знаю, чтобы Всевышний сделал всему человечеству, всему миру благое, чтобы мир был на земле, чтобы действительно люди на горе Арафат просили за нас. И я очень хочу, чтобы все мусульмане, которые хотят быть на горе Арафат сегодня, может быть, на будущий год, мы будем в числе их, и тоже именно на горе Арафат будем молиться, делать дуа, который мы сегодня делаем здесь, сидя у себя дома. Счастья всем, мира и благополучия, друзья. А сейчас я скажу немножко, наверное, на своем языке. Тахан иггер дезардолж де Арафат де яхш. Массаньена могуш мяшебл долж юрдуал двенье шу еде тахан мархвабчин дал мархвабл долт. Тахан веймал деждо ду ибадет дал вабл долт. Везен дал да иецл веймал веймал дихч حمن ديكش حمن في مالدي خجدوش حمن جبل وزن دال شمال волжва الله موج مياش волж موج مش قد سودق al بيزبوش نيستا أولد سون بيخ مباخكش سو في مال волжва unhost وزن دال مارشل دال أحطو لولتان تخنش دينا حدينسا وش ديك خار دينس ديك خبلش سان بارغتو خجلش في ديزلش فين تقدر ماشكا موحم خلحم ويديزلش تسديش ويديزلش نيسش نوقدو خبولش وين بركتي رزق ديخ وين مارشل ديخ وين دركش دين تقدر ديخ دال نتزلوب وين تخن وين مال ديخاشن وزن دال جوب لود وين قوان دي غربن دال غرب قابل دوت إيس يعنيش بس مارخ قابلش تخن مارخ قابل دوت مسلوش موجش مياشولش يودو عود وينشو يخشر تخنسو عرفت لامت دعدي شان يقي خلدوي تخن دعدي شان سنة تدوغتشر وي خلدسو لامت دعاش ديج دقدر ديخش دالغر وي عبادة ديج دال نزلوب وين تيج خلق دال اعتو باقو وين خخات سنقمش أبدا مصورك موجش معش خيلوي إرزدوش خيلوي بركتي خيلوي ديال تياح عبادة دي دعدي Так, друзья, по пути домой была в больнице я говорила, что свекр моей головки болен. По пути домой заехала в магазин кое-что купить завтра. У нас праздник, как вы знаете. Так, Марина, ты про эту черешню говорила? Крупная, большая.
Хороший магазин. В принципе, он даже оптовый считается. Так, восточные сладости. Кто-то спрашивал. Халва кунжутная. Банан в белом шоколаде. Банан в белом шоколаде. Курага. Молочно-шоколадной глазури. Вкусняшки у нас в магазине. Есть много чего. Так, друзья, ну вот, вещаю я вам уже с огорода. Приехала я с Назрани. Была в больнице, как я уже говорила, в магазине. Купила кое-что, но пока распаковку не стала снимать. Думаю, пока еще есть время немножко. Мне нужно немножечко, сколько успею, огурчиков собрать. Это я, видите, прополола сегодня рано, утром встала. Вот это все уже прополотая трава, видите, лежит, жухнет уже. Вот. Вот так вот. Ну вот мои помидоры, как видите, конечно, в плачевном виде. Наверное, еще и из-за жары горят, как мне говорили. Я натягивала на них шторки старые свои, но все равно, не знаю. У нас вот в том магазине же была вот эта вот сеточка. Если такая жара еще будет стоять, еще не смотрела погоду. Если еще долго будет стоять, придется взять этот укрывной материал, такой зеленый там был. Может быть, спасу еще. Но видите, вот листочки я оборвала вчера, все, которые совсем пожухли. Я вам говорила, вот так вот в таком виде они были, видите. Но помидоры, видите, везде есть помидорчики. Уже некоторые начинают зреть, как видите. Вот, красота. Вот. Ну, не знаю, что будет. Вот так вот. Конечно, в этом году вот такие вот черри. Я не знаю, или это мне сделало, видите, какие, все сгорело, скорее всего, солнце. Хотя вода у них есть каждый день, я их поливаю. Иной раз даже утром, вечером капельный полив открываю. Видите, здесь все-таки сыро. Но в этом году не уберегла я, короче говоря, помидоры. Видите, сорта хорошие. Вот мне нравятся все сорта, которые здесь у меня есть. Видите, какие большие помидоры. И маленькие есть, и большие есть. Ну, в смысле, сорта. Вот, видите. И у меня тут две курочки выходят из этой клетки. Но сегодня нашли мы, откуда они выходят. Посмотрите, как поклевала собака. Вот видите, первый помидор красный съела курочка. Ах ты, собака. Вот так вот. Ну, немножко оживают. Я вам не показывала. Они были такие страшненькие у меня помидоры, друзья. Сгоревшие. Мне даже было хотелось плакать. Настолько все было в плачевном виде. Но немножко помогло то удобрение, которое он мне подсказал. Так, видите, все-таки пообрываю немножко.
Вот, помидоров много, много. Завязей, но молоденьких. Но хотя еще уже и цветочки появились. И я сейчас, знаете, что хочу? Вот этим вот удобрением. Я в том магазине, которым я показывала, купила его вот. Не знаю, видно, вот. Не сфокусируется никак. Она мне сказала, что это очень хорошее удобрение. И 30 дней больше не надо ничем удобрять. Хочу по листу пройтись. Купила одну эту штучку, но она дорогая. 150 рублей на 10 литров воды. Там был побольше пакет, который стоил 1000 с чем-то. Но, не знаю, меня жаба заела. Так, баклажаны. Вот я забыла купить для баклажанов. Сегодня собрала уже один раз этих жуков. Прополола и здесь. Я сегодня довольна работой, которую я сделала. Прополку сделала хорошую. И сейчас вам покажу. Сейчас сорву. И покажу вам баклажан. Посмотрите, какой у меня баклажан. Далее. Бомбочка. Сейчас еще сорву один. Вот какие бомбочки такие. Знаете, еще маленькие висят. И вот. Так, ну это уже обычный баклажан. Видите? Я уже нарвала. Острый перец тоже очень хорошенький. Радует. Так, вот, видите, баклажан тоже уже можно срывать. Все, уже баклажаны покупать как бы нам не надо будет. Все. Сейчас выключу, сорву. Вот я еще нарвала. Вот так вот. Вот еще созрел. Вот так вот. Ой. Баклажаны есть, видите? Но жук атакует. Жук атакует. Надо срочно опрыскивать. Я забыла. Утром думала, пойду в эту ветаптеку нашу куплю. И, представляете, забыла. Ой, баклажанов навалом, короче. Друзья. И жуков навалом. Все, здесь больше нет. И смотрите, какой длиннющий острый перец. Вот так вот. И капуста зреет. Так, эту я сорвала капусту тоже. Это тут разные. Вот видите, это капуста ранее. Ее мы будем есть, срывать. Видите, какие помидорчики. Это хурма. Ой, как хорошо. У меня сын очень любит. Именно вот хурму средний сын любит очень. Как ребенок. Так, болгарочка. Болгарку тоже мне надо будет подкормить чем-то. Ну так, ничего. Не сказать, что очень хорошая. Так. Вот. Представляете, уже сейчас, когда она в таком виде, опять эта медведка, что мне с ней делать? Молодой эту болгарку. Перчик болгарский, вот видите? Вот. Так, где у меня еще был? Сегодня экскурсия типа по огороду. Мне так сегодня уже не стыдно показывать, что хоть прополку сделала. Видите, а эта болгарочка сгорела от солнышка, смотрите. Это такая вот, которую продают светофор. Вот из этой серии. Там штука с кустов 10, по-моему. Так, вот пекинка, правда, у меня не важная. Ну, это сиреневая капуста. Ничего, это поздняя капуста. А это уже брокколи. Завязываются уже кочаны. Маленькие. Видите? Все. Так, теперь тут у меня еще цветная капуста. Видите, завязывается. Но хоть и поливаю, но, видимо, головки будут маленькие. В прошлом году огромные головки были. Просто эта жара
все-таки мешают всему. Не знаю, слышно меня, нет? Так, что еще? А, вот, это помидоры, которые я сажала почти на 1,5 месяца позже, чем те. Ну, уже, видите, догоняют некоторые кусты. Просто пустая земля здесь была, понасажала. Но, видите, и сейчас тут очень много пустых огрехов, но это все подъела медведка. Огурчики вот молоденькие. Не знаю, что с них будет. Удобрить тоже надо срочно. У меня есть настой травы там. Наверное, настоем травы, чтобы быстрее в рост пошли. Так, и вот как бы огурцы. Сами огурцы вот уже есть, как видите. Нужно срывать. Завязи есть. Вот так вот. Есть еще, я сегодня, когда полола, видела много. Надо будет собрать быстро. Вот пока еще. Вот. Много у меня есть времени. Видите, вот они висят. Золотульки мои. Вот. Видите, прополола и здесь между рядами. Междурядье все. Вот. Ой, не нарадуюсь. Не люблю, когда много сорняка. Это вообще что-то. Ну, картошка уже, видите, слегла и сгорела вся. Ну, картошку поливать у меня, конечно, не вариант. Не вариант ни в какую. Так, это цветная капусточка. Вот завязывается. Так, что же еще хотела? Ну, все, наверное. Там петрушку я уже нарвала и кое-что посадила, но пока не буду показывать. Уже вроде бы сходит. Это вот такая вот сиреневая капуста. И вот эта вот трава, вот видите, жухнет. Я ее позавчера, по-моему, да, опрыскивала от сорняка. Это был не фунгицид, а называется гербицид. Короче, друзья, гербицидом. Но уже жухнет потихонечку. Так что, ну так вот, друзья. Все, пошла быстро опрыскивать эти помидорчики. Все-таки, хоть они и такие страшненькие, но меня немножко обрадовали. Машала. Потому что, как видите, плоды есть. Алхамдулилла. Ну, немножко, хотя бы поесть будет, ладно, хоть на засолку там, на томат, если даже и не будет. Может быть, если жара спадет и будет, видите, все-таки везде есть завязи. Это черри маленькие такие красавчики. Вот. Все, побежала, друзья. Отчиталась. Давно не показывала вам вроде бы огород. Ну вот, мои дорогие, огурцы я нарвала. Все-таки хочу сделать вам показать обзорчик, чего я сегодня купила. Как бы у нас у блогеров это положено, да? Конечно, купила ничего такого, ничего такого, но покажу вам покупочки, короче говоря. Вот такой вот канистр воды я взяла для лимонада. Так, также для лимонада взяла 2 апельсина и 1 лимончик. Так, ну, яблочки вот такие вот. Вот такие вот яблоки. Вот такие вот груши. Много не брала, просто чтобы на ужин. Так, помидоры вот такие вот. Яблоки были сейчас скажу вам по какой цене. По 90 рублей, это на 69 рублей 4 яблока получается. Груши были по 135 рублей, на 131 рубль. Вот. Апельсины 120 на 69 рублей. И лимончик 28 рублей штучка. Так, купила 3 обычных хлеба. Один вот такой вот бородинский для себя. И мама его тоже любит. Так, вот эти помидорчики были по 35 рублей. Уже говорят наши местные, из Троицкого. Не знаю, наверное, там что-то в этом году посадили. Эти помидоры были по 60 рублей. Ну, правда, уже некоторые и яблоки у меня потаскали, и помидоры потаскали. Поэтому их мало как бы. Так, что еще я купила в продуктовом магазине? Значит, вот такой вот чай. 370 рублей Джихан чай, 400 грамм, по-моему, тут.
Точно не могу сказать. Не, я в тот раз покупала, мне он понравился. 400 грамм, да. А Мариам, который всегда мы покупаем, на сей раз мне совершенно не нравится. Он пахнет какой-то, я не знаю, какой-то не такой. Ну, вот такой вот пакетированный чай. 2 пачки купила, 2 пачки соли. Так, значит, вот таких 2 упаковки армянского лаваша для этого, как их самых, для шаурмы. Так, купила вот такие вот разные специи. Значит, перец горошком, 2 пакетика, паприку с дымком. Нравится мне она. А вот для курицы взяла 2. Тоже приправа мне нравится. Молотый черный перец купила. Так, паприку обычную сладкую купила. Так, чесночный перец и лимонную кислоту. Хочу чайник прокипятить с лимонной кислотой, потому что накипи много. Купила вот такие вот мармеладки. Мама их любит очень, я сама тоже люблю. Так, шумит у меня газ-плита. Значит, забежала в упаковочный по пути тоже. Купила вот такие вот кулечки, пергаментную бумагу, фольгу. Как раз была широкая такая, очень мне понравилась. Купила вот такие вот контейнерчики маленькие для... Меня еще спрашивали, куда вы будете замороженные эти ложить. Ну, абрикосы, все такое. Ну, вот такие вот контейнеры. Видите, вот я специально один. Сейчас вам покажу. Он получается не очень широкий, ну, в смысле высокий борта, чтобы вот место, чтобы не так много занимало. Вот такие контейнеры, там их где-то 20 с лишним штук. И вот такие кулечки тоже купила, типа зип-пакетов. Ну, правда, те пакеты были бы лучше, но их можно купить только у нас в Икее, наверное, в Икее, в фикс-прайсе. До этого я как не дошла. Вот, пока вот такие вот покупочки. Завтра докуплю, что мне нужно к празднику, еще что-то. Нам надо будет много чего, конечно, но пока много чего покупать не буду, но все-таки немножечко надо будет накрыть на стол, как всегда. Вот так вот, друзья, сейчас у меня уже варится ужин. Но ужин не буду показывать, потому что спешу. У меня просто мясо с кукурузными галушками и картофельной подливой. Снимать, показывать не буду, мне надо переодеваться. А я как вот собирала огурцы в непрезентабельном как бы виде. Ну все, друзья, пока все. Мои дорогие друзья, все-таки я покажу вам ужин, который я сегодня приготовила. Если честно, я не собиралась сегодня делать вот такой вот ужин. Расскажу вам немножечко. В морозильнике нашла мясо, мне показалось, что это косточки просто. Ну, не написала я почему-то, не знаю почему. Поставила варить, чтобы делать на завтрак мальчикам борщ, как бы. Но в процессе варки получилось, что я поняла, что мясо очень красивое. И его так жалко на борщ тратить, потому что такое мясо надо есть с нашей подливой, картофельной, с бульоном, с чесночком, да с кукурузными галушками. Благо дело, галушки у меня были в морозилке, еще давным-давно лежали. Так что сделала салатик быстренько. У меня сегодня даже свежая сметанка есть, но я не стала сметаной разбавлять, со сметаной делать салат, потому что тут и так много всего жирного. Туда налила немножко оливкового масла. Вот так вот, друзья, сегодняшний наш ужин, но уже такой плотненький ужин, как бы. Ну все. Приятного нам аппетита. Если кто тоже кушает, им тоже приятного аппетита. Это очень вкусно, друзья.